Выездная студия Башкирского спутникового телевидения работает на общероссийском юридическом форуме в Уфе. И прямо сейчас наш гость – первый заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, председатель Башкортостанского регионального отделения Ассоциации юристов России Ирина Панькина. Ирина Александровна, здравствуйте. Добрый день. Самое главное сегодня, какие заявления прозвучат. Расскажите, пожалуйста, вот мы знаем, что совпадение или не совпадение, что форум проходит именно в Международный день по защите прав человека. Вы абсолютно правы, совпадение, не совпадение, но очень символично, что сегодня трансформацию правовой системы в условиях глобальных вызовов мы будем обсуждать именно в этот день. Защита прав человека приобретает новое, особое значение, когда она становится реальностью каждого человека в мире. И мы с вами свидетели того, что пандемия, цифровизация и автоматизация труда зачастую не в пользу прав человека, она обрамляет и очерчивает новые проблемы, с которыми сталкивается все человечество. От цифровой экономики до публичной власти, от защиты персональных данных до оцифровки судебной системы. Те вопросы, которые мы сегодня обсудим на форуме. Какая атмосфера здесь, вот на ваш взгляд? Атмосфера рабочая. Мы начали наше утро с работы нашей конференции отчетной. С нами сегодня работал сопредседатель Ассоциации юристов Павел Владимирович Крашенинников. Мы доложили о результатах нашей работы, о том, что мы заняли первое почетное место по итогам общероссийского рейтинга. Получили одобрение, такое высокое для нас, вдохновились на новые подвиги и надеюсь, что те пандемийные ограничения, которые, к сожалению, и сегодня накладывают на нас жизнь, они не помешают нам и впредь защищать и отстаивать интересы жителей Республики Башкортостан и реализовывать нашу основную миссию – работать во благо Отечества. Тема Общероссийского юридического форума в этом году звучит как трансформация правовой системы в условиях современных вызовов. Юристы какие современные вызовы видят и насколько тяжело идет эта трансформация, насколько быстро она идет и успеваем ли мы, все, реагировать на эти изменения? Абсолютно правильный вопрос. Такое ощущение, что часы истории убыстрились, и очень хочется, чтобы право не играло догоняющую роль на этом очень важном историческом отрезке. Очень хочется, чтобы права человека не были ущемлены в этом стремительной оцифровке, цифровизации общественных отношений. Ведь нам даже заявляют о том, что юристы совсем в недалеком будущем будут писать исковые заявления, что чат-боты заменят юристов-профессионалов. Нас сталкивают лбами на различных юридических батлах, но мы, юристы, побеждаем. Я надеюсь, что это и будет и впредь. Сегодня по компетенциям современного юриста мы тоже обсудим на форуме с нашим гостем из Екатеринбурга, Гангала Бронислав Мячеславович, который подготовил не одно поколение юристов. Я сама училась по его учебникам. Очень интересно будет услышать мнение профессиональное. Что же нужно современному юристу, чтобы удержать планку и быть, хотя бы на одном уровне с теми цифровыми моментами, которые сейчас набирают оборот. Не могу не спросить про деятельность Башкортостанского регионального отделения Ассоциации юристов России. Какие задачи перед собой ставите, и начинающие юристы все-таки могут ли они входить в ваше объединение и приносить тоже пользу? Спасибо за вопрос. Наше отделение ставит для себя довольно высокую планку. Мы планируем в этом году охватить территориально, географически всю нашу большую республику. К слову скажу, что наше отделение самое большое по количеству тех филиалов, той филиальной сети в регионе. Сейчас у нас открыто 51 отделение и 61 центр бесплатной юридической помощи. Запрос на получение бесплатной юридической помощи, на квалифицированную юридическую помощь очень высок. По оценкам правительства, порядка 29 миллионов в нашей стране претендуют на получение бесплатной юридической помощи. Это колоссальное количество. Всего 28 государственных бюро по регионам открыты. Поэтому для нас большая задача стоит и впредь оказывать бесплатную юридическую помощь жителям, гражданам и в рамках дней наших квартальных, и в целом в наших отделениях и центрах бесплатной юридической помощи. На площадке онлайн-права я очень надеюсь, что в этом году мы запустим колл-центр бесплатной юридической помощи ассоциации.
юристов. Те соглашения, которые мы подписываем с городом, с Курултаем Республики Башкортостан, также помогут нам в нашей работе по оказанию и отстаиванию прав и законных интересов жителей республики. Желаем вам здоровья и чтобы все получилось. Спасибо большое. Это была программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.